Это та выставка, которая рождалась, можно сказать, в муках. Мы очень долгое время думали, в каком формате представить эту выставку, когда эту выставку представить. И вот так сошлось, что мы ее презентуем именно сегодня, в конце года литературы, и посвящаем эту выставку величайшему наследию, нематериальному наследию хакасского народа и вообще всего человечества, эпосу, героическому эпосу. Выставка посвящения эпосу, на наш взгляд, получилась очень интересной и насыщенной. Но, может быть, какие-то моменты, какие-то вещи выставки являются немножко недотянутыми. И мы готовы, мы открыты к обсуждению выставки для того, чтобы дорастить ее до более высокого уровня, и чтобы эта выставка стала бы наследием не только нашей галереи, но и всей республики, и чтобы эту выставку можно было показывать в других городах, в других музеях, на других выставочных площадках. В целом, главная идея выставки, на наш взгляд, раскрыта, и она удалась. Это объединение разных творческих людей. Здесь представлены работы художников, представлены работы исследователей эпоса, сказителей, писателей, музыкантов. То есть, и также в экспозиции представлены работы, фотографии археологов. И это все объединяется вокруг одного, вокруг величайшего эпоса. Ну и более подробно презентует сегодняшнюю выставку куратор этой выставки, искусствовед, научный сотрудник Абаканской картинной галереи Кидиекова Ирина Кононовна. Вот, конечно, когда мы говорим о таком достоянии историко-культурного наследия Хакасии, как героический эпос, это, на мой взгляд, вообще главное достояние, потому что вот все, кто занимается эпосом, сами фольклористы, сказители, которые донесли до нас вот это бесценное наследие, художники, которые занимаются. Вот, и в данном случае мы выставку объединили еще тем, что главное, основное значение приобретает и деятельность хранителей. Вот среди них мы открываем сегодня впервые коллекцию из более 400 работ Олега Валерьевича Шавыркина. К сожалению, он еще в Красноярске не успел приехать, но нам он, кроме работ Владимира Тодыкова, который находится в нашей галерее, он нам представил работы графические, прежде всего, работы. Он собирает графику, он покупает графику Хакасии, и он дал нам экспозицию работы Ричарда Субракова, Виталия Козласова и Георгия Сагалакова. Вот, и они оформлены вот в том духе, то есть каждый имеет некую вот такую цвет оформления, то есть паспорту там либо синего цвета, либо другого такого вишневого цвета, серого. То есть мы этим самым выделили не только вот коллекцию, то есть работу отдельного художника, в какой-то степени постарались выявить этим творческий почерк каждого графика, каждого художника. Но эта выставка, конечно же, это тоже небольшое исследование на тему героического эпоса. Мы представили фото-эстампажи величайших памятников изобразительного декоративного искусства древности, начиная с середины первого тысячелетия до нашей эры до середины нашей эры, до первое тысячелетие нашей эры. То есть этим мы хотели показать вот ту связь времен, когда эпос был уже жив. То есть вот эти работы наших художников, они в то же самое время, это же, собственно говоря, и знание, прежде всего, текста, фольклорного текста, а при этом вот древние художники, которые оставили свои, например, совершенно роскошные миниатюры на таштыкских планках. Эти планки находятся в Эрмитаже, но долгое время над ними работают реставраторы,
делают прорисовки. В данном случае мы взяли прорисовки, сделанные замечательным художником-архитектором Львом Николаевичем Барановым, который работал вместе с Михаилом Петровичем Грязновым над изданием его работ. Он работал и во время раскопок на Ржане-1 и в других. И показали в фотографиях древние пряжки, древние вот такие бляхи, которые, вот, например, всадник под деревом, это из сибирской коллекции Петра Великого, Петра Первого, собрание Гагарина вот, на территории Сибири. И показали, например, кубок Мессершмитта, замечательное изделие, и те рисунки на двух сторонах, где уже есть сцены героического эпоса. Вот исследователи, в том числе и Михаил Петрович Грязнов, доказали в том, что это изображение местных мастеров. И когда мы сопоставляем, допустим, работы древних художников, работы наших художников времени, у них есть одно несомненное единство. А это единство прежде всего в таком эмоциональном, духовном осмыслении сцен эпоса. Вот сегодня мы с удовольствием, вот здесь у нас представлен Виктор Сергеевич Остриков. Это его иллюстрации к Алтын-Арах. Алтын-Арах, которые прочитаны им настолько скрупулезно. И вот Валентина Евгеньевна, когда посмотрела, вот, например, портрет Алтын-Арах, она просто восхитилась. Вот, понимаешь, тем, как художник чувствует, вот, вчувствовался вот в те сюжеты, и они подробно, у него обозначены Алтын-Арах 1, 2, 3, там 4, 5, 6 и 7. И 7 сюжетов. И вот я в данном случае, вот на сегодняшний день, у каждого художника свой почерк. Я не буду подробно, скажем, о каждом можно говорить очень много. О его методе, о его там стилистических особенностях. Я просто хочу обозначить лишь вот самое важное. Допустим, в тех работах, которые у Виктора Сергеевича. То есть это такая скрупулезная разработка отдельных сюжетов, и они показаны как такой подробный рассказ со своим вот, представлением о крылатом коне, допустим. Он по-своему разрабатывает вот, средневековый древнехакасский костюм всадников, или же там, скажем, сюжеты и вот такая пламенеющая, вот такая знойная Хакасия вот в этих сюжетах. Если говорить о творческом языке Георгия Николаевича Сагалакова, то это совершенно иное восприятие эпоса, то есть в цвете, особенно его белые всадники. Белые всадники в хакасском эпосе, то есть это священное, белое, священное, это то, что представляет некую такую ценность. У него все это разворачивается, вот знаете, какое-то какое яркое космическое явление и подробное. У него очень много великолепных ассоциаций, великолепный цвет его работ. На этой выставке мы показали работы, живописные работы Виталия Кызласова, кроме графических. Вот Виталий Кызласов, он более занимается в сюжетах, например. Это его представление о космогонии. То есть, когда мы читаем хакасские тексты эпоса, то всегда зачин – это все когда-то что-то началось. То есть, вот это начало, которое всегда есть, то есть, как рождалась Земля, и это подробные рассказы. И вот в этом отношении вот у Виталия Кызласова тяготение именно к первопричине, первородству, о рождении, вот это его конек в искусстве. И то же самое в графических работах, например, и у Георгия Сагалакова, у Виталия Кызласова, это совершенно особый почерк, особое отношение, это круговые композиции необычайные, это подробный рассказ, и причем рассказ, который именно с зачином таким эпическим. Вот очень много, здесь мы в этом году открыли вот совершенно новое лицо в искусстве. Это вот Эдуард Чебодаев, называется «Явление духа хана Салбыкского кургана». Вот он учитель из аскиза,
И вот я думаю, что у него есть очень хорошие возможности, вот это чувство какого-то вот своего вот особого такого стиля в искусстве, все это ему присуще. Вот. И, конечно же, мы на этой выставке хотели показать, и, естественно, показали все, что издано, но не все, только то, что издано Хакасским научно-исследовательским институтом за долгие времена. И вот работа скрупулезная над текстами, это, конечно, вот особенность, вообще особенность работы над эпосом. Потому что работа над эпосом – это такое скрупулезное явление. Вот люди, там, фольклористы, историки, этнографы, философы, социологи, все они могут заниматься вообще эпосом. То есть эпос является вот таким основой вообще для того, чтобы судить о бытии древних хакасов и современных хакасов. То есть это вот явление, которое действительно универсально. И вот одним из самых, вот, на мой взгляд, лучших исследователей, конечно, мы не можем не сказать о Валентине Евгении Майнагашевой, которая совершила действительно героический подвиг. Алтынаров, Айхучин, изданные, множество статей. Она и сама собрала книгу в этом году, посвященную вот статьям, ее статьям об эпосе. Это на нашей выставке это и работы декоративно-прикладного искусства. Вот здесь мы показали работы Фитиной, работы мастера Владимира Толмашова. Вот у Владимира Толмашова там есть такой конь с хохолком. Это как раз сюжет, взятый из таштыкских миниатюр. Вот. Это тоже образ очень интересный. Вот я думаю, что... Или, например, там конь Зыхи с обозначенными красными лентами образ коня. И вот эта выставка, она, конечно, мы постарались как бы передать этот дух, эпический дух, дух эпоса, вот и словесного, изобразительного, вот и через декоративное прикладное древнего искусства, то есть показать, и каждый художник, то есть мы обозначены везде основные символы, основные ценности, которые восхваляются, вообще являются ценностями и народа. Это образ волка, образ оленя, образ коня, особенно в творчестве там Тамары Щепковой, например. Вот очень интересная работа Надежды Кобыльцовой, которая посвящена, называется «Спускающийся с гор». Это по поводу, вот в эскизе поставили несколько лет назад на Тунпайраме, вот великое такое зрелищное такое представление, где показаны сцена свадебного, свадебная сцена, когда приезжает сюда вот как бы девушка из далеких стран, да? Вот, и вот этот сюжет стал основой для работы Надежды Кобыльцовой. Вот, и, на мой взгляд, вот то, что делается нашими исследователями, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства в области, нашими писателями, это такая великолепная основа вообще для театральных постановок. И многие работы художников, это тоже они носят на сегодняшний день какой-то постановочный характер. И, конечно же, эта выставка отражает все основные особенности графического языка наших художников. У каждого из них свой подход, свой метод, вот свой стиль вообще в подаче. И мне бы хотелось, конечно, обратить особое внимание на творчество наших художников, тех, кто собирает коллекции, тех, кто должен пополнять, вот такой корпус произведений изобразительного искусства Хакасии, вот придать им лицо. Мне кажется, вот работы Виктора Сергеевича, да, собственно говоря, работы всех художников, они должны занять какое-то место все-таки в фондах
наших галерей, наших музеев, потому что люди живут недолго, а работы художников всегда живут очень долго. И со временем они не просто обретают какую-то такую ценность, они просто со временем становятся, мы заново можем всегда открыть что-то такое, что время само упустило. Вот об этом свидетельствуют и древние памятники. У нас здесь работа, портрет Семена Прокопьевича Кадышева, который в свое время выполнил Той Варианнель. Вот великолепный, на мой взгляд, портрет художника. Мы хотели заказать и хотели видеть и других портретистов, но, к сожалению, вот как-то вот время вот так безжалостно бежит, и очень многое как-то не успеваем. И вот я хотела бы, конечно, с благодарностью сказать о тех, кто работал над этой выставкой. Это весь наш коллектив маленький нашей галереи, потому что только вот внешне кажется, что работы особой нет, да? На самом деле это очень скрупулезная работа, которую проделали все наши сотрудники, и, конечно, им огромное спасибо за это. И хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наше приглашение на эту выставку. Я думаю, что здесь можно найти очень много и всем тем, кто пишет, писателям, создателям эпоса. Вот Альбина Васильевна подарила нам свою книгу замечательную. Вот и большое вам спасибо, это мы все показываем в наших витринах. Большая благодарность Хакасскому научно-исследовательскому институту, который поделился с нами изданиями на тему эпоса. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто заинтересован вообще вот в этой теме, потому что я думаю, что эпос является одним из самых основных достижений и высот историко-культурного наследия Хакасии. Это основа, это вот такой источник для творчества всех, абсолютно тех, кто интересуется историей и культурой Хакасии. Большое вам всем огромное спасибо.